Что это за звуки у нас тут такие странные? Друзья, всем привет! Я хочу вам сегодня показать огород наш. Сегодня у нас исех, гех по-якутски. Вот, в общем, мы не поехали на исех, вот занимаемся нашими домашними делами. И вот хотим вам показать наш огородик, в каком состоянии на данный момент. Вот, заходим в тепличку нашу. Так, друзья, в общем, вот это все сидит щавель. А вот это сидит у нас шампиньон. Да, вот это все грибное поле, ты говоришь, да? В общем, вот это все грибное поле у бабушки нашей. А вот видите, уже шампиньончик вышел, сидит один маленький такой небольшой. А вот это все уже, видите, такие вот голые стебли практически остались. Это вот у нас растет черемша. Единственный, в общем, стебелечек вот остался, который не тронула бабушка, не обчекрыжила. Видите, вот это все. На траву, кстати, походит, но на самом деле это не трава, а черемша. А вот остались некоторые стебелечки. Может быть, еще, да, в рост пойдут. В общем, ожидаем. В общем, на вот этой грядочке у нас сидит петрушка. А вот здесь, сейчас я вам покажу. Вот это уже сельдерейчик сидит. Ну, вот этот уголочек, это сельдерей. Кстати, на петрушку очень сильно походит. Но на самом деле это сельдерей. Так, на этой грядке у нас находится укроп. Вот он какой пышненький. Прям пахучий такой, хорошенький. Так, а вот здесь такой мелкий-мелкий какой-то лук. Не пойму я, почему какой-то он слишком тонкий. Молодой же, совсем в этом году семенами посадили. Это молодой лук, мама говорит, поэтому он такой тонюсенький. На самом деле у нас в Якутии на берегу реки в основном тоже растет лук дикий. Люди собирают у нас, но, по крайней мере, в Удачном, когда мы жили, вот там точно был лук. И здесь тоже, говорят, где-то недалеко бывает, но, по крайней мере, не знаю. Мы туда не ездили, его не собирали. Друзья, а здесь у нас еще в теплице растет картошка. Видите, какие пышные, да, ма? Картошечки сидят, пару кустов. Чтобы место не пустовало, решили посадить картошку. Здесь у нас уже пошла грядочка с морковкой. Морковку мы все любим, уважаем. Витамины всем нужны. И в супчик, и на заморозку мы ее пустим. В общем, вот такая вот морковочка. Пока что не вижу я там плодов. Чисто вот еще кустики только видно. А здесь у нас сидят Мишкины питомцы. Их 4 штучки. Это наши любимицы. Перепелочки, кормилицы наши. Что-то у них до сих пор не видно, да, вот перышек-то сверху. Какие-то они у нас полулысые бегают. Они такие миленькие. Одного нашего птенчика утащила кошка. Мы так предполагаем, самого красивого, беленького. Миша у нас очень расстроился, плакал. Соседские кошки такие вот любят пакостить. И землю нам тут роют, перероют кладоискатели. Чего и только ищут, непонятно. А вот еще и птенчика нашего тоже утащила кошка. Так что вот так вот ребенок остался без своего любимого питомца. Но если смотреть как бы со стороны, вот такая теплица наша. Скромненькая, без помидоров, без огурцов. Сейчас мы войдем в наш парник. Парничок наш. Пока меня не было, пока я была в городе, у нас огурчики-то большие стали, уже подросли. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 кусточков огурцов. Огурцы рассаду мы покупали. Это у нас тут местная женщина их садит. Так что мы не сами посадили. Тут, наверное, разные сорта. Вот такие уже. Сегодня у нас 21 июня. А у нас вот такие огурчики уже сидят. Бабушка у нас поливает
черри. Я говорю, мама, давай посадим черри, что ли, хотя бы для приличия, а то вообще ни одного куста помидоров нету нынче. Вот, и вот такие вот томатики сидят здесь, 2 штучки, тоже покупные. Ну, мы сильно помидоры не любим. Да не покупные же, с семенами. А, ты сама садила, да? Конечно. А, огурцы, пардон, я, оказывается, перепутала. Бабушка, оказывается, сама садила огурцы. А вот эти 2 штуки бабушка покупала. Мама, почем ты их купила, ты не помнишь? Я не помню. Ну, короче, где-то в районе 100 рублей, в общем. Мама, а огурцы у тебя все разных, да, сортов? Да. А какие? А ТСК есть. Один какой-то. КСК? Какие, говоришь? ТСХ и еще какой-то, говорит. Китайские. Китайские, говорит, огурцы. Ну, ладно. Нам лишь бы были огурчики. Посмотрим, как плодоносность будет у них. А вот здесь у нас на второй грядке сидит свекла. В общем, я прочитала, что для сосудов, для здоровья, для сердца очень полезна свекла, там, не знаю, в виде супа, в виде сока, в виде кваса. Вот, короче, люди говорят, что очень полезен квас свекольный. И решили мы посадить еще и свеклу. В общем, будем, наверное, делать квас, да, мама? Или сок, а может быть, просто заморозим чисто для зимовки нашей. А вот здесь уже редиска. Кстати, редиска очень вкусная такая. Сразу видно, что она домашняя, без всяких вот пестицидов, без добавлений. О, сидит красавица редиска. Мы ее даже не в салат, а просто так жуем. Дети любят прям тоже. На хлебушек кладут, с сырком, с маслицем. Вот редисочка сидит. Мама говорит, она уже вон завязалась. И свекла. Так что ждем наших всходов, побегов, плода. Да, мама. Семенами прям, да, садила? Да. Короче, мама прям семенами в грядку посадила, и все, и без проблем выросла. А редиску тоже, да, сразу в грядку? Да, сразу в грядку. Вот видите, меньше проблем, больше дела, да? Друзья, если у вас есть какие-то вот варианты, что можно готовить из ботвы свеклы, вы, пожалуйста, напишите в комментариях. Я маме все прочитаю и подумаю, может, тоже, да, попробуем. Да, я суп кладу. Ну, суп мы точно, да, Ну, используем ботву. А что-то, может, из нее еще можно приготовить. Вот люди, если вы знаете, Да, пожалуйста, да, напишите нам. Мы обязательно посмотрим ваш вариант приготовления. да. У нас место не пустует, и на этих грядках раньше сидели лук, укроп, ну, такие зеленухи. А нынче вот мы решили посадить картошку сюда. Ну вот, вы в начале ролика увидите, как мы садили. А сейчас вот уже получается, видите, какая ботва. Вот этой грядке тоже картошка сидит. А раньше здесь малина была, полностью вся малина. Но мама нынче говорит, нет, малины больше здесь не будет, я посажу здесь картошку. Так, а вот здесь у нас малинка растет. Молодая растет. Да, видите, кусты молодой малины. Миша у нас обожает малину. Просто каждый день сюда ныряет, ищет ягодки. Но на этой грядке, я вам скажу, не просто малина, а тут еще сидит наша великолепная якутская сардана. Вон бутончики уже набирает. Так что скоро, наверное, оно будет у нас цвести. У мамуси тут, видите, что выросло-то и цветет. Рябина, вон шикарные, да, мама? Так же, как черемуха, красивые цветы. Но сейчас я вам кое-что покажу. Вон, друзья, видите, опасно немножко. Здесь просто вон рой ос. Чего-то они тут вон собирают. Нектар, видимо, но просто на этой рябине куча ос летает. Но они на нас внимания не обращают. Сами по себе тут что-то летают, собирают. Так что вот
Мы здесь проходим, а у нас тут осиное вон гнездо. Но красивые цветы тоже. Так, а это у нас, видите, голубика. Ой, жимолость растет. Вон уже ягодки. Смотрите-ка, уже ягодки набирает. Вон, ягодки уже появились. Будем наливаться. Мелкие вон ягодки. Скоро будут наливаться. И мама из них будет делать варенье, наверное. Вот такая вот жимолость растет. Кто там? Вся зелененькая, красивая. Карауль скоро. Какого? Мама тут Напомнит. наставление дает Мишке. Вот смотрите, здесь у нас еще на этой грядке шпинат растет. Вон он какой. Шпинатик. Один куст, что ли, здесь больше нету. На этой грядочке у нее тоже сидят сарданы наши. Сарданы, они считаются краснокнижными растениями. Редко уже, наверное, попадутся в дикой природе. Но вот это, получается, то, что мама выращивает у нас сама. Давным-давно она когда-то купила себе луковичку, и все. И вот с тех времен эти сарданы, они ездят везде. Там, где мама живет, она их везде там садит. В общем, она их размножает в природе, чтобы сарданы не исчезли. И когда-нибудь, может быть, они у нас как сказать-то, станут такими растениями, везде будут просто. Там, видите, как, я не знаю просто почему, они вроде бы считаются такими растениями неприхотливыми, но в природе они уже почему-то исчезают, в общем. И они находятся в Красной книге. Тут еще вон у мамы петунии, но какие-то они жухлые совсем. Это она их купила. А вот это, она говорит, будет дельфиниум. Я не знаю, вот мы ждем, посмотрим, как оно будет цвести. Но, по крайней мере, уже зелень-то набрала, а сам цветочек еще пока что не вышел. А здесь у нас сидят наши герани, точнее бабушкины герани, которые... у нас есть бабушка, она в Якутске живет, и она нам, получается, вот маме точнее, давала отросточки своих гераней. Она вот прям обожает герани. И вот они прям такие пышные стали у мамы. За зиму они набрали прям травы или вот этой зеленой массы. А сейчас вот прям красиво-красиво цветут. Я не любитель гераний, но, по крайней мере, говорят, они тоже какую-то пользу приносят для здоровья. Да, вот на этой грядке у нас тоже малина сидит. И много-много-много-много-много сардан наш великолепных. Тоже здесь бутончики они набирают. Вот, видите, какие вот самые крупные они набирают уже бутоны. И скоро будет у нас цветение именно сардан. А вот я что говорю насчет вот этого, да, цветка. Я вот не помню, как он называется, но видите, да, сколько шикарных цветов. Ой-ой-ой. Они такие красивые. Просто камера тоже не передает красоту. Вот они чуть-чуть такие желтоватые внутри. А сверху вот такие вот, как колокольчики. Шикарные просто. Тоже, говорит, неприхотливые. Можно их просто в землю, говорит, посадила. И все. И они тут зимуют. В общем, здесь они целый круглый год. Не надо их выкапывать. И вот так вот они здесь у нее растут. Вот такие вот красивые бутончики. Главнокомандующий по воде, Михаил, ты где? Помаши рукой. Скажи всем привет. Всем привет. Миша у нас командует водичкой. Вот видите, да, у нас там кран, а вот по этому шлангу вот вода идет в бочку, откуда мы берем воды. А здесь у нас другая такая тоже клумбочка. Вот. Здесь у мамы сидит ее любимая черемуха. Говорит, вот это именно черемуха будет красивая. Ну, не знаю, что-то у нее немножко пожелтели листочки. Но она такая, говорит, в плане того, что она прямая. Вот. Тоже, говорит, дельфиниум вот это. А здесь у нее сидит уже ландыш.
Ландыши сидят тоже, сарданы я вижу есть. А там вот опять петунья. Короче, такая у нее здесь, как сказать-то, сборная солянка, в общем. Вот чистотел у нее сидит, кстати. Чистотел. И сейчас я покажу с той стороны, что у нас есть. Друзья, вот вы не обращайте внимания на вот это все хлам с этого дома, который мы купили. Он просто вот у хозяина это все вот было. Короче, это все на свалку у нас поедет. Мы ждем, когда машина подъедет. А здесь у нас сидит уже земляничка. Мы ее тоже покупали. По 100 рублей, по-моему, брали. Посередине бархатцы сидят. Вот бархатцы уже у нас практически, наверное, заканчивают цветение, а может быть еще порадуют. Ну, неприхотливые все-таки цветы. В общем, смотрите, в другом ролике мы снимали, как мы ходили в лес за кое-какими растениями. Я сейчас покажу. Вот видите, вот это? Вот это заячья капуста сидит. И вот это тоже заячья капуста, которую мы в лесу выкопали. Ну, по-другому чуток. Вот мама говорит, я их обязательно возьму. Ну, я не знаю, в чем здесь красота, но она их взяла и просто-напросто тоже сюда притаранила. Вот это растение, именно то, которое я ей говорила, нужно принести сюда домой. Ну, что-то оно сидит, не знаю, посмотрим. По-моему, это оно. Короче, это наш эксперимент. Может быть, и это даже не то растение, которое я где-то года 2 назад видела. Оно было очень красивое. В общем, это чисто у нас эксперимент такой. А вот у нас сидят красивые ветреницы. Вот они уже отцветают. Кстати, хорошо они тут прижились. Так что у нас, наверное, потом будет такая вот полянка белых шапочек вот с этой стороны в этом углу. Вот такие у нас тут эксперименты проводятся с мамой. Друзья, в общем, я посмотрела в интернете. И это, оказывается, водосбор сибирский называется. Или по-другому аквилегия. Так что берите себе на заметку, что это растение, можно его садить прямо в землю. И оно такое многолетнее, неприхотливое. Ой, ну обалденный, конечно, цвет, просто шикарные цветы. В общем, смотрите, когда у нас будут цвести наши сарданы, я обязательно же вам, конечно же, покажу. Ну, на данный момент вот это пока что такие вот густые заросли, непонятно чего. Ну, мне кажется, это уже скоро произойдет. Я обязательно же вам покажу. Отдельным, наверное, видео выложу. Может быть, что-то у мамы еще зацветет. В общем, друзья, на сегодня вот у нас вот такие дела в нашем огороде, в нашем саду. Вы подписывайтесь на наш телеграм-канал. Я буду туда постить наши обычные будни, скорее всего. Ну, то, что у нас творится в жизни. Так что подписывайтесь и на канал, и на телеграм-канал. Все, всем хорошего дня. Обязательно продолжайте смотреть наш канал, если вас интересует наша простая жизнь в Якутии. Всем хорошего дня.